Здравствуйте, с вами Олег Желнин, журналист. Уже час ночи. Сейчас мы зайдем в Якутскую городскую территориальную избирательную комиссию. Идет сдача бюллетеней, подсчет голосов избирательных комиссий города Якутска. И узнаем результаты, предварительные результаты, которые сейчас после часа ночи уже существуют. Час ночи уже, да? На данный момент у нас отчиталось 110 из 120 участковых избирательных комиссий. Ну и они уже сейчас подъезжают сюда, в окружную администрацию, где находится наша избирательная комиссия городского округа. Каждый участок подвел итоги голосования на своем избирательном участке. И они сдают нам избирательную документацию. А городская комиссия, она подведет итоги выборов уже на территории всего городского округа. Поэтому почти скоро мы подведем итоги по выборам главы городского округа города Якутск. Есть какие-то такие серьезные были проблемы? В эту кампанию, конечно, много подавалось жалоб на действия участковых избирательных комиссий. В целом за 3 дня голосования у нас подано 47 жалоб, но из них только 9 подтвердилось. Жалобы носили различный характер. Не только наблюдатели подавали жалобы в избирательную комиссию, но и избиратели. И я хочу сказать, что это уже практика сегодняшнего дня, в этом нет ничего удивительного. И это хорошо, что наблюдатели замечают какие-то ошибки или недостатки в работе комиссии. И мы делаем выводы, тоже учимся. И в следующую кампанию уже допущенные неточности или технические погрешности, они будут устранены. От общего числа избирателей участвовал где-то 41. 41. Да, может быть, сейчас еще последние комиссии подъехали, сдаются, возможно, процент вырастет еще на 1, но примерно явка избирателей будет такая. Конечно, хотелось бы, чтобы избиратели активнее принимали участие в выборах. Я думаю, что каждый избиратель, те люди, которые не равнодушны к политическим вопросам нашего общества, они следили, принимали участие в голосовании и понимали, что каждый голос, он действительно важен. А если сравнить с другими выборами, в принципе, это неплохой процент или все-таки он лучше? Это такой для муниципальных выборов, на мой взгляд, вполне такой стандартный процент участия избирателей на муниципальных выборах. Конечно, на федеральных выборах у нас явка более выше, но самую высокую явку в городе Якутске мы показывали на выборах президента Российской Федерации. В 2018 году было 71%. А на местных выборах примерно 40%, около этого явка. Я знаю, что у вас была традиция раньше, включаете те комиссии, которые сдаются первыми, Да. Кого хотели бы выделить сегодня? Сегодня у нас первой комиссии приехала, уже в 20 часов завершилось голосование, и около 10 часов вечера приехала комиссия участковая, которая располагается в финансовом колледже. Они первыми сдали протокол об итогах голосования, и мы их немножко отметили. Но дело, конечно, совершенно не в скорости. Задача участковой избирательной комиссии правильно подвести итоги голосования, не нарушив процедуру голосования. Это все закреплено в законе, последовательность действий. Поэтому дело не в скорости в нашем случае, а дело в точности подсчета. Но в настоящий момент мы можем констатировать факт, что явка избирателей в городе Якутске составила 41%, и на данный момент голоса за кандидатов складываются следующим образом. За Григорьева проголосовали 31 781 избиратель, за Комарова 837 голосов отдали избиратели, за Михайлова 8198, за Обедина 28 993 избирателя, за Прокопьева 715 и за Рябченко 735. Так исторически сложилось. Во вторник в час дня наша комиссия соберется, и мы подведем итоги, подпишем протокол об итогах голосования. Отрадно то, что избиратели в эти 3 дня голосования, они пришли на избирательные участки
выразили свою гражданскую позицию, отдали голос за того кандидата, который им был ближе. Ну, а завтра, уже 29 числа, или уже сегодня, да, ночь, уже город Якутск будет встречать с новым мэром столицы.